что у нас там со временем? Суббота, 22 мая, а это значит трейлеры недели. Погнали! Фильм «Эван Хансен». Это киноадаптация бродвейского мюзикла, в котором снялись Эмми Адамс, Джулиана Мур и Бен Платт. Сюжет расскажет нам об ученике старших классов по имени Эван Хансен, который пишет сам себе письма для того, чтобы справиться с социофобией. Однако одно из его писем случайно попадает к его однокласснику Конору, а родители того решают, что это предсмертная записка их сына. Вот такой вот интригующий сюжет. Для всех любителей мюзиклов ссылка на трейлер в описании под роликом. Сериал «Чудовище должно умереть». Это экранизация романа, автор которой Сесил Дэй-Льюис, это отец всемирно известного и оскароносного актера Дэниела Дэй-Льюиса. Опечаленная мать начинает планировать месть, так как ее сына-подростка, которому было всего 16 лет, сбил насмерть автомобиль, а водитель скрылся с места преступления. Дело закрыли. Ефремов, посмотри на досуге, у тебя времени много, да? Жаль, что Эдвард Билл не посмотрит, его-то не посадили. И вот желания разбитой горем матери начинают сбываться без ее участия. Трейлер на сериал «Чудовище должно умереть» смотрите по ссылке в описании под роликом. Фильм «Жвалы». Это абсурдистская комедия о крепкой дружбе, хорошей смекалке и огромной мухе. Два незадачливых друга угоняют автомобиль, где находят в багажнике муху гигантских размеров и решают выдрессировать ее, чтобы ограбить банк. В процессе все трое попадают в большие передряги. Трейлер на фильм «Жвалы» по ссылке в описании под роликом. Фильм «Ледяной драйв». Лиам Нисон мчится на помощь по замерзшему океану вместе с Холтом Маккеллани, снимался в «Охотниках за разумом» и из последнего это «Гнев человеческий», а также Лоренс Фишберн, Морфеус из «Матрицы». Экипаж должен пригнать грузовик к отдаленной алмазной шахте, где произошел обвал. Главная опасность заключается в том, что тяжеловесным машинам придется ехать по тающему льду. Ссылка на трейлер «Ледяной драйв» в описании под роликом. Фильм «Кисло-сладкий вкус любви». Это корейская мелодрама от Netflix о любовных сложностях у пары. Главного героя начинает утомлять устоявшиеся отношения, и он переключается на свою привлекательную коллегу и по совместительству главную конкурентку на освободившуюся должность. Трейлер на фильм «Кисло-сладкий вкус любви» по ссылке в описании под роликом. «Обитель зла. Бесконечная тьма». Это анимационный сериал по вселенной популярной серии видеоигр. В 2006 году персонаж по имени Леон Кеннеди расследует хакерскую атаку, параллельно защищая Белый дом от зомби со своей напарницей Клэр Редфилд, а заодно раскрывает политический заговор. Трейлер на мультсериал «Обитель зла. Бесконечная тьма» по ссылке в описании под роликом. Фильм «Цензор». Стильный хоррор о внутренних демонах. Главная героиня — это киноцензор в Великобритании 80-х. В актрисе из очередного фильма, который ей надо оценить, чиновница узнает свою сестру, которая пропала много лет назад. И с того момента грань между выдумками и реальностью начинает попросту стираться. Кинокритики отмечают мастерски воссозданную атмосферу и стилистические отсылки к итальянскому джало и фильмам ужасов 80-х. Трейлер на фильм «Цензор» в описании под роликом. Фильм «Ограбление по-джентльменски». После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с командой изгоев, которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого Уорнер Шольц. Он отмывает деньги международных преступников, а по совместительству является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом, по-джентльменски. Вообще, в оригинале фильм называется «Misfits». Я помню, что британский сериал с таким названием перевели как «Отбросы». Но понимаю, что ограбление по-отброски звучит не очень. Трейлер на фильм «Ограбление по-джентльменски» смотрите по ссылке в описании под роликом. Фильм, короче говоря, это австралийская комедия. Главный герой Тедди — это классический прокрастинатор, всегда опаздывает, находит массу причин не выполнять свои обязанности, просто не ценит свое и чужое время тем более. Однажды он просыпается после свадьбы и обнаруживает, что через каждые сутки он перескакивает на целый год своей жизни вперед. Теперь ему придется не только побороться за любовь, но и научиться по-настоящему ценить каждое мгновение жизни. Мне это по сюжету чем-то напомнило фильм с Адамом Сэндлером «Клик с пультом по жизни», да, где он получил универсальный пульт, который помогал ему перематывать время. Канализация!
watching to see what you do. Everyone's looking at you. Очень выразительно, да, да. Правки, правки, долой правки. Слушайте, ну мне кажется, должна выйти неплохая комедия. Ссылка на трейлер фильма, короче говоря, в описании под роликом. Ну и давайте, конечно же, закончим на нежном и трепетном, на такой вещи, которая вызывает теплые чувства. И многие часто, особенно в зиму, пересматривают его целиком, либо любимые сезоны или эпизоды «Куда без сериала «Друзья», который трейлер, я думаю, уже многие видели, посмотрели или просто там, не знаю, услышали или прочитали. Это уже давно планировавшийся и обросший слухами то полнометражный фильм, да, про друзей, то бонусный эпизод о воссоединении, который так и называется «Друзья. Воссоединение». Любимые актеры возвращаются, чтобы вспомнить культовый ситком. Квартира Моники и Рэйчел, холостяцкая берлога Чендлера и Джо, кофейня Централ Перк. Все на месте. Странно, что берлога холостяцкая, ведь Чендлер женился на Монике. Ты издеваешься? Так спойлерить? Я офигею, если кто-то начал смотреть сериал 94 года в 2021, да? Честно. Видел также несколько шуток по типу «Я наколол тату с лучшими шутками из сериала «Друзья», и рука гладкая, и на ней ничего нет», да? Ну вы поняли, типа, ну, завуалировано, что сериал не смешной. Ну и вообще некоторые просто прямо говорят, что он кал. Ну да, куда уж ему до современного юмора из ТикТока, нассать себе в штаны или снять трусы и не засветить шмоньку, это да, нужно отливать в гранит определенно. Надо, я считаю, да. По поводу воссоединения друзей, я периодически следил за новостями, либо же они сами мне попадались на глаза, да, и первый разговор, что я помню, шел об десятилетии после завершения сериала, то есть планировали выпустить к 2014 году полнометражный фильм, где все друзья вновь встретятся уже с подросшими детьми, да, а это получается не фильм, вот то, что сейчас выходит, не даже какой-то долгий эпизод, типа юморной, типа много лет спустя в далекой-далекой галактике, а актеры просто собрались поностальгировать про светлые, теплые времена, когда они были веселее, моложе и подвижнее, да. Я, конечно, как поклонник этого культового сериала, скорее всего, оценю это творение, но ждать чего-то разрывного в плане там юмора или того, что было раньше, не стоит, мне кажется. Тем более, столько времени уже прошло, очень жаль, что создатели не воплотили в жизнь идею с фильмом, да, который планировался аж целых 7 лет назад. Было бы в самый раз. А сейчас разве что устраивать только такой формат, типа собрать всех вместе и под чай с тортиком, там, сесть в очередной раз, прослезиться над славными временами. Поиграть в квиз, кто с кем когда познакомился в сериале, сколько страниц написал в письме, адресованные другому персонажу, и какие еще курьезные ситуации или серьезные случались с ними в сериале. Также создатели обещают неожиданные камео. В списке гостей это Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бекхэм. Господи, этот Бекхэм, он просто неугомонный. Скорее всего, он сам либо просился туда, либо занес котлету денег, чтобы там засветиться, потому что я помню, какая у него обидка еще с тех времен, с того, как всем пофиг на него с переезда в США, да, до сих пор. Дорогой Дэвид, понимаешь, даже если Криштиану Рональду сейчас переедет в США, Боже мой, да всем насрать! там на него всем будет насрать. И никто его не будет звать сниматься в кино или бесконечно в шоу, потому что американцам важны только те люди, которые строят свою карьеру в США. И плюс ко всему этому, да, футбол-то они не очень уважают, а только регби. Вот это их национальный вид спорта. Вообще странный какой-то этот Бекхэм. Ай-яй-яй-яй, мне не выказывают должного внимания и несутся кипятком. Английский Филипп Киркоров, ей-богу. Ждет фанатов? Да? Ну, видимо. А нету фанатов-то. Вот и приехал Филипп Петросович. А фанатов-то нет. Также появится в «Друзьях» воссоединение Кит Харингтон,
Кара Делевиль, Том Селек и Мэгги Уиллер. Ведущий будет всего этого мероприятия Джеймс Корден. Трейлер на «Друзья воссоединения», «Друзья реюнион», «Друзья навсегда», «Друзья все в сборе» по ссылке в описании под роликом. Это были все трейлеры недели. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте большой палец вверх, если вам понравилось. А также делитесь мнением по поводу выходящих фильмов и сериалов. Спасибо вам за просмотр. Пока.